Глава Коми с рабочим визитом сегодня в Ухте. Здесь он осмотрел, как идет капитальный ремонт клуба в ухтинском поселке Боровой. Он почти завершен. ДК капитально ремонтируют с 2019 года силами компании «Газпром Трансгаз Ухта». Это единственное место, где могут проводить свой досуг жители поселка. Здесь 17 кружков, занимаются в них 180 человек. Здание было построено еще в 1973 году. Кроме ремонта, за счет средств всероссийского проекта «Культура малой Родины» и бюджета Ухты укреплена материально-техническая база клуба. Звуковое оборудование, звуковое, одежда сцены. Вот это как раз и кресло, это как раз на средства вот по федеральному конкурсу были. Да, значит, там софинансирование было города и региона, соответственно, и федеральные средства 5 миллионов суммарно. Вот на эти деньги здесь оснастили. Вот, а мы уже потратили на весь ДК 26,5 миллионов, и в этом году еще 17. За 3 года в рамках договоров пожертвований отремонтированы кровля и входная группа, фойе, танцевальный класс, помещение для работы кружков, библиотека и административный блок. Кроме того, смонтирован фасад и благоустроена территория. Ребята работают с полной отдачей, с душой вкладывались во все то, что сделано здесь. Ну и мы постараемся, в свою очередь, значит, чтобы этот клуб наполнить массовыми хорошими мероприятиями. В Боровом нельзя было даже зайти в это здание, потому что вход был аварийный. И сегодня это точка притяжения. То есть точно совершенно проведенный уже Новый год, концерт 21-22 Новый год. Это уже люди пришли, собрались, и это, конечно, для всех праздник. И это уверенность в том, что если ремонтируют так качественно, капитально Дом культуры, то значит поселок точно будет жить. В этом году продолжатся работы в административном блоке. Из бюджета Министерства культуры Коми планируется профинансировать укомплектование оборудованием библиотеки. В год юбилея республики стартовал и большой ремонт в Ухтинской физиотерапевтической поликлинике. Этот объект – настоящая гордость Ухты. Здесь первыми в республике Коми с августа 2020-го стали проводить комплексную реабилитацию перенесших ковид. Сейчас сюда приезжают лечить последствия коронавируса люди со всей страны. Как отметил Владимир Уйба, в объект еще необходимо вложить около 200 миллионов рублей. А ближайшие изменения – капремонт бассейна с раздевалками, санузлами, душевыми. Так сейчас проходит испытание гидроизоляции одной из ванн, во второй уже выполняют отделку. К апрелю все работы планируют закончить. Мы надеемся, что кроме уникальных кадров, кроме уникальных методов реабилитации с применением естественных природных ресурсов, воды и грязи, о котором вам говорила главный врач этого учреждения, у нас здесь будут еще и то, что радует глаз. Комфорт и, наконец-то, вернется еще один вид реабилитации, метод реабилитации в бассейне. Еще один объект, где в рамках договора с «Газпром Трансгаз Ухта» продолжается большой ремонт – Ухтинский межтерриториальный родильный дом. Масштабное сооружение из нескольких корпусов обслуживает всю центральную часть республики. Первый этап ремонтных работ здесь завершили в 2020-м. Построили наземный переход между корпусами, отремонтировали входную группу, помещение приемного покоя и выписное отделение. Сейчас ремонты продолжаются в основном корпусе. Завершить этот этап планируют уже в мае. Владимир Уйба заверил, что учреждение после ремонта оснастят новым современным оборудованием. Также в планах разместить в здании роддома женскую консультацию и скорую помощь. То есть у нас по городу разбросаны еще учреждения, которые можно было здесь разместить на самом деле. Мы здесь площадь освобождаем, когда переезжаем, и здесь вполне возможно все это давайте сделать. подумаем, вот на самом деле. Объект, где капитальный ремонт также подходит к концу – Ухтинский зоопарк при Центре творчества имени Корчевского. Как отметил глава Коми, это единственный подобный объект в республике для детей, теперь оснащенный по всем требованиям для содержания животных. Сейчас главная задача – привлечь команду профессионалов, чтобы заниматься с животными, которые на время ремонта перевезены в соседнее здание бывшего интерната. Объявить конкурс и достойного найти туда именно эксплуатирующую компанию, потому что это ветврачи, это зоологи, это люди-специалисты, которые действительно умеют, любят и знают, как содержать животных в неволе. Тем более, это же не просто опытная какая-то станция, это же зоопарк, туда будут приходить дети, а это значит еще и вопросы безопасности для детей.
По завершении текущих ремонтов преображение Ухты градообразующими предприятиями продолжится. Так, у «Газпромтрансгаз Ухта» есть большие планы по строительству нового спортивного комплекса уже в этом году. Это будет уникальный комплекс, который, я вам скажу откровенно, он закроет потребность не только Ухты, а вот близлежащих регионов на ближайшие, я не ошибусь, лет 50 точно абсолютно, по спортивным и культурным, скажем так, потребностям. Сейчас идет работа с утверждением проектной документации. Подрядчик, по словам Александра Гайворонского, уже выбран. В августе 2022 года рассчитывают торжественно заложить фундамент.